учреждений, непосредственно относящихся к администрации президента Российской Федерации, где проходят мероприятия с участием непосредственно Владимира Владимировича Путина по заданию управления делами президента России, освещения деятельности и выполнения прямых поручений президента в части формирования общей российской гражданской идентичности на всей территории. И одним из инструментов президентской библиотеки и его ключевых отличий от всех библиотек национальных статусов Российской Федерации является именно электронное хранилище. Там есть, безусловно, но самое ключевое – это электронный доступ, чтобы обеспечить все пространство Российской Федерации документами, первоисточниками касательно истории государственности Российской Федерации и русского языка. В рамках соглашения между главой Республики Саха-Якутия Арсением Сергеевичем Николаевым и Юрием Сергеевичем Носовым в 2023 году в рамках Восточного экономического форума, главного экономического форума с участием президента, было определено, что на 2024 год в Якутии будут созданы первые центры удаленного доступа, это 54 центра удаленного доступа, которые со временем станут теми ресурсными базами по открытию центров удаленного доступа во всех общеобразовательных организациях и во всех библиотеках, кои есть в нашей каждом населенном пункте. Ключевые задачи, которыми занимается президентская библиотека, и, соответственно, мы как центры удаленного доступа, которые поставлены перед президентом Российской Федерации, это два ключевых указа. Первый указ президента Российской Федерации о стратегии национальной безопасности Российской Федерации от 2 июля 2021 года номер 400. Прошу вас ознакомиться очень детально. В этой части мы с вами занимаемся развитием безопасного информационного пространства, защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, транслируя те мероприятия, те источники, мультимедийные проекты, видеофильмы, лекции и так далее, встречи, которые предоставляет в абсолютно бесплатном доступе президентская библиотека. Мы тот мозг, который непосредственно это реализует и предоставляет населению. Второй указ президента Российской Федерации об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей от 9 ноября 2022 года номер 809. В этой части мы с вами реализуем 5 ключевых задач. Это сохранение исторической памяти, соответственно, используя огромные документы, первоисточники, которые разложены очень хорошо по фондам, мероприятиям и датам президентской библиотеки, проводить большую разъяснительную работу с населением, подрастающим поколением. Противодействие попыткам фальсификации истории, которые сегодня мы видим везде и всюду через запрещенные каналы, в том числе через YouTube, Instagram и так далее, которые так или иначе используются и ходят в обиходе населения. Укрепление общероссийской гражданской идентичности через мероприятия, документы, лекции и прочие материалы предоставляем президентской библиотеке. Наша ключевая задача именно укреплять, объяснять, разъяснять, показывать о значении и развитии нашего Отечества и ответственности каждого гражданина. Четвертая задача – защита и поддержка русского языка, как языка государства образующего народа, цементирующего наше общество, языка, благодаря которому мы получаем образование и так далее. Вы люди все образованные, грамотные в этом плане, мне, думаю, подробно останавливаться на этом не надо. И защита от внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия.
В конечном итоге мы должны стать теми центрами, где хранится достоверная информация, и мы являемся теми трансляторами той достоверной информации, которая так необходима обществу. Вы прекрасно уже знаете основные фонды президентской библиотеки. Это рукописи, текстовые материалы, изображения, фотографии, видеоматериалы, карты, ну и так далее, так далее. Ключевые 4 фонда президентской библиотеки – это российский народ, территория России, русский язык, государственная власть, как она формировалась, становилась, расширялась и так далее. События, регионы России, периодические издания, все здесь есть. Огромное количество материалов, благодаря которому только... которые мы можем использовать в каждодневной своей работе. Те, кто очень хорошо ознакомился с деятельностью президентской библиотеки, вы прекрасно видите, какие возможности имеются, огромнейший, богатый материал. Главное мероприятие, которое практически в ежедневном формате с участием ведущих ученых, профессоров, специалистов в той или иной области, государственных, общественных деятелей, лучших учителей Российской Федерации, культурологов, политических и общественных деятелей. Фактически, используя ресурсы президентской библиотеки, мы становимся ближе к центру политических, общественных событий, которые происходят в нашей стране. И самым простым способом мы даже практически можем полностью обеспечить свою деятельность теми материалами, которые есть. Президентская библиотека уделяет очень большое внимание и просит, чтобы мы с вами уделяли этому такое же пристальное внимание именно Второй мировой войне, и чтобы преодолеть те попытки фальсификации его достижений. Огромное количество курсов, видеоуроков по Великой Отечественной войне, Второй мировой войне, вкладу советского народа в дело Великой Победы. Большое количество видеолекториев, знаний о России, просветительские проекты, лекции и так далее тоже в бесплатном доступе используйте для хоть каждодневного. Это прекрасный материал для учителей истории и обществознания, для учителей русского языка и литературы, для педагогов по воспитательной работе, советников директоров по воспитательной работе, заместителей директоров и классных руководителей. Этот материал полностью готовый, апробированный, интересный, а самое главное, достоверный. Но необходимо сказать, что, к сожалению, мы имеем на сегодняшний день такую работу, что не используем этот огромный потенциал, который имеет президентская библиотека, не осознаем всю серьезность и важность этой работы. Открыли центр удаленного доступа, ну и открыли, сидим, а еще нас мучают с какими-то отчетами и так далее. Уважаемые коллеги, я призываю вас понимать, что из себя представляет президентская библиотека, под кем, можно сказать, да, мы находимся и какую программу мы реализуем. В конечном итоге центры удаленного доступа к электронным ресурсам президентской библиотеки должны стать источниками объективных знаний и лидерами формирования созидательного общественного мнения. Мы не просто должны хранить эту информацию. Наша ключевая задача, уважаемые коллеги, это прежде всего привлекать читателей, привлекать непосредственно тех людей, которые заинтересованы в этом, чтобы пользовались этой литературой, материалами и так далее. Я прошу вас активизироваться насчет этой работы. Я хочу с большой радостью обратиться к коллегам из Вилюйской школы имени Гаврила Иосифовича Черяева. Достаточно активная работа проводится. Я прошу эту динамику не сокращать, постараться, чтобы во всех общеобразовательных организациях это центры удаленного доступа открывались. Уважаемые коллеги, президентская библиотека, получив поручение от управления делами президента, на сегодняшний день ведет большую работу в части упрощения получения статуса центров удаленного доступа и тех информаций, которые имеются на сегодняшний день.
К сожалению, мы не можем прям так сильно констатировать, чтобы в других районах нашей республики велась такая же активная работа, как в Вилюйском школе номер 1 имени Галиша Черяева. Я прошу активизировать работу Сунтарской централизованной районной библиотеки, Сунтарской школы номер 1 имени Павлова. Отчеты Горного района мы так и не получили, не дождались. Я просил принять участие представителей администрации муниципальных районов. Я вот не знаю, кто есть, не есть. Я вижу, Нюрбинский район есть, но слышать, не слышать я совершенно не знаю. Смотрят совсем другое место, нежели чем мы говорим о президентской библиотеке и работе освещения тех поручений, которые дал президент нашей страны. Прошу активизироваться Верхневилюйский район в этом плане, Нюрбинский район. Так что мы на сегодняшний день видим хорошую картину только в Вилюйске и в Сунтарском районе. Уважаемые коллеги, доклад окончен. Я прошу еще раз обратить особое внимание, с кем мы работаем, по каким направлениям мы работаем и какую деятельность мы с вами ведем. Вы сегодня, наверное, ощущаете и видите, что в целом вся наша деятельность образовательных организаций, начиная от детских садов, культурных учреждений, начинает все очень четко и ясно регламентироваться. Простой пример: если детские сады всегда были самостоятельны в определении в целом образовательной программы, то с прошлого года, сентября, у нас введена федеральная образовательная программа, где все очень четко и ясно все регламентировано. И в общем и в целом концепция воспитания и так далее идет в очень таком четком ключе реализации тех конституционных норм, духовно-нравственных ценностей. И мы должны в этом плане не отставать, наоборот, вести довольно активную работу. И самое главное, было бы очень хорошо, я призываю всех участников нашего большого движения в дополнении ресурсов президентской библиотеки о вкладе республик Саха-Якутии, его народов, отдельных его личностей в развитие нашего государства и отечества. Только биография Гавриловича Черяева могла бы очень достойно представить нашу республику, наш народ именно в его эпоху правления. Очень мощное развитие было. Самая большая геологическая служба Советского Союза была на территории Якутии, не говоря о развитии промышленности и так далее. То есть такую работу мы тоже должны очень сильно вести. Спасибо. Теперь предлагаю обсудить. Если есть вопросы, мы готовы на них ответить. Анна Семеновна Захарова, ответственный в Николаев-центре, руководитель этого движения, президентской библиотеки, здесь тоже присутствует. Она слышит и видит нас. Коллеги, вопросы есть? Сегодняшняя наша встреча, как бы, так скажем, сверка часов. Что и как, где какие проблемы, вопросы и так далее. Верхневилюйский республиканский лицей-интернат. Коллеги, пожалуйста, есть что сказать у вас? Почему мы не видим вашу работу? Школа лидер. Или у вас поменялись? Мы вас слушаем. Мы вас очень плохо видим, во-первых, что-то мешает.
Вас не слышно, лицей-интернат. Ладно, хорошо. Нюрбинский район. Есть вопросы? Здравствуйте. У нас вопросов нету. И я бы вот хотела попросить слайды, откуда можно взять? Которые Елена Анатольевна, Да. мы вашим специалистам отправим. Анна, сегодня, пожалуйста, отправите, да? И можете посмотреть. Елена Анатольевна, вы откуда, пожалуйста, скажите? Я из Нюрбинской библиотеки. Нюрбинская районная библиотека. Хорошо, спасибо. Ага. У вас есть контакты, Анны Семеновны? Нету. Хорошо. Вы в группе есть? Да, и вот я вот еще хотела, знаете, что вот попросить, вот смотрю, там Николаев центр есть, я бы хотела попросить контакт Николая Барамыгина. Ну, напишите в личку. Ага, хорошо. Вы в группе ответственных есть? Нет у меня. Понятно. Ну, ваши кто-то ответственный есть, пусть выйдет, там получите данные. Хорошо. Хорошо, спасибо большое. Юрий Иванович, здравствуйте. И там, да? Айстебен, здорово. Эме Нюрбинская, первая Кунгаласская школа. Суд эме. Мен балана туак проблема лахпын. Сертификатым, сертификатым эти ключпин, хамай битек, билетугун кэен. Туолу установкаларатым, чатугу мерахатам матаахеп. Оли хинехи этин Николаев центр гатахса хатабытым. Хибяске? Пока бахалыста тебе удаленно колбанду, корюнду демми. Он такой, мы тебе отой бельвек, который... Ольга Никитична, вы нас слышите? Именно проблема, мол, кулюшке. Сертификаты, гар. Галина, как вас по отчеству? Галина Никитична. Галина Никитична, ага. Номер Анны Семеновны есть у вас? Анна Семеновна? Да. Вы в группе есть? Ага. Хорошо, напишите там в личку Анны Семеновны, она вас ведет с Ольгой Никитичной, и хорошо. Мы там разберемся, хорошо? Только вы активнее продвигайте, из-за таких мелких вопросов мы стоим, это неправильно. Хорошо? Спасибо. Хорошо. Ага, дальше у кого есть вопросы? Юрий Васильевич, Иттингдо. Баргын Хилегин Горбекпин. Юрий Васильевич Игилеве. Хорошо. Хорошо, коллеги. Сунтарский улус, Нюрбинский улус. Кто-то сидит совсем. Зачем заходили, вообще не понимаю такую позицию. Юрий Васильевич Костян. Здравствуйте, коллеги, меня слышно, да? Ага, Мария Томская. Мария Ивановна. Мария Ивановна, приветствую вас. Ага, ответственный суд Сунтарской МСБС. Особо вопросов нету. Были затруднения при планировании в начале года, да, но вроде как все мы запланировали, ведем работу по плану. Так что вопросов нет пока. Хорошо, спасибо большое. У меня был такой вопрос, как вести. Мы в основном материалы этой президентской библиотеки, да, используем и как бы распространяем среди наших читателей при использовании виртуальных выставок. Виртуальные выставки материалы, а вот как это вести учет использования материалов? Он просто по выставкам, пока говорит тубы. Ну, это тоже неплохо, но самое главное, это привлекаемые пользователи. На это обратите большое внимание. Ну, вот это тоже можно подать. То, что вы скачали, сделали, направили, принял столько-то материалов. Это вы в отчетах учите. Давайте, и все. Там слишком много в этом плане формальных доказательств. Никто от вас же не просит. Хорошо. Показать этого достаточно. Я с Анатолием Васильевичем должен переговорить. Я тоже его попрошу под личный контроль тоже взять
Это очень важные, большие вопросы. Давайте, пожалуйста, активнее, пожалуйста, в Улусе проводить семинары, чтобы до конца 2025 года в каждой библиотеке открыть центры удаленного доступа, чтобы люди имели возможность пользоваться этой хорошей информацией. Юрий Васильевич, спасибо. Юрий Васильевич, тоқтатылып мехаттылар бу ответственностьта хан администрацияты денуну менде ханныктı группага да окпун багалах установочный документлерде көрүлүкпүн по библиотеке онда буллагына библиотекалар тогоманны октурун эме жиктирген олор библиотека түбү якын да күчтак библиотекалар да олор районга вот хорошо. Ödenne en haraki hegen. Men bu program den çok kolay. Ödenne Yürüyüş. Aha ödenne. Aha en сагаки хивуллангин на новой должности. Мы понимаем, постараемся все информацию довести до вас, объяснить, разъяснить. Вопросов нету. Я единственный, вы историк, прекрасно все понимаете, значение этой работы, материалы, которые там могут быть, хранятся и так далее. Я единственное, до вас доведем все это, Анна Семеновна пакет документов отправит вам, а Семеновна вот сидит здесь. Добрый вот. День, коллеги. Можно я добавлю? Подожди, я закончу. Вот. И мы до вас доведем. Единственная просьба, Юрий Васильевич, надо, чтобы четко, жестко коллеги выполняли, понимали и, не дай бог, не подводили ни главу района, ни вас, потому что проверка довольно жесткая. Сегодня вы в Торбозном радио и так далее, наверное, видели, и сейчас даже вплоть до Федеральной службы безопасности проверяет книги, документы, сайты в библиотеках на экстремистский характер. Мы ежемесячно это делаем. Поэтому в этом плане ресурсы президентской библиотеки чистые и хорошие. Тенник. Хорошо. Отвечаю на ваш вопрос, да? Сейчас вот работа с администрациями началась недавно. Так как до этого мы работали непосредственно с судами, с центрами удаленного доступа, которые уже обучались на базе президентской библиотеки. Теперь почему подключается работа администрации? С такой целью, чтобы начальники управлений или замглав или главы у себя на местах в районах популяризировали президентскую библиотеку. То есть с вами мы будем отдельно, эта работа только началась, с вами мы будем отдельно работать, чтобы вы у себя в районах вот президентскую библиотеку, фонд президентской библиотеки популяризировали и подключали ЦУД. Вот вы сказали, у вас библиотека очень хорошая, и теперь вместе с вами у нас стоит задача открывать ЦУДы уже и в ваших библиотеках. Потому что на федеральном уровне и понимая значимость такой работы, мы сейчас активно начали подключать работу администрации на уровне глав районов. И сейчас каждый глава района нам вот сказал, в каком районе кто будет курировать эту деятельность. Поэтому мы очень надеемся на вашу поддержку, чтобы ЦУДы открылись у вас в библиотеках школ и в самих библиотеках также. Так что вы пока ничего не упустили, работа с администрациями вот началась недавно, будем активно работать. Запишите, пожалуйста, Центр удаленного доступа, мой номер телефона, у вас много вопросов оказывается, не все в группах, поэтому запишите мой номер телефона и активно на меня выходите. Будем работу усилять. Слышно, да? 8924. Да. Ага. 8924. 20 сколько? 8924. 870. Да. 10.
44. Мы в чате написали номер телефона мой. И кто в группе ответственный, кого нету, на меня выходите, я вас буду включать. И акцентирую внимание, что наша деятельность, она в режиме онлайн. Президентская библиотека наблюдает, какой район, какими материалами пользуется. Поэтому вот вы проводите очень активно семинары, уроки, консультации, да, и по итогам этого главное, чтобы пользователи запрашивали информацию, ресурсы президентской библиотеки через вас. Например, учительница истории запросила через ваш ЦУД, да, материал об истории России какого-то века. Через ваш ЦУД запросили вот информацию. У вас это фиксируется, у них это в режиме онлайн тоже видим. Поэтому конечная цель – это чтобы ваши пользователи постоянно научились ресурсы запрашивать, ресурсами пользоваться. Например, Покровская школа, да, Хангавасский УВУЗ, обнаружила уникальные редкие документы в ресурсах президентской библиотеки. И они приняли участие во всероссийском конкурсе и заняли первое место. Вот у нас яркий пример эффективности работы президентской библиотеки. Они там обнаружили участие якутских князей на каком-то собрании. И вот этот факт они только там могли узнать. И с таким фактом уже вот приняли участие во всероссийской конференции. Многие из вас прошли стажировку, обучение, вам все это рассказывали, вас обучили. Поэтому те, кто не обучился, и у тех, кто есть вопросы, выходите на меня. Далее будем думать, как планировать работу, чтобы эффективно было. Спасибо. Есть вопросы, коллеги? Нет вопросов. Все, время – самый ценный ресурс успехов. Спасибо. Вилюсь, что-то хочешь сказать? Нет. Хорошо. Тебе удачи, успехов. Динамика процессов идет довольно быстро. Спасибо, до свидания. До свидания.